Вы что делаете, ребята? Хорош! Нецензурная брань, оскорбление и применение физической силы. Такова была реакция нетрезвых водителя и пассажира автомобиля Volkswagen Passat на требования сотрудников патрульной службы милиции предъявить документы. Инцидент произошел в ночь на 27 декабря на пересечении улиц Алыта-Камбаева и 7 апреля. Инспекторы УПСМ, подойдя к машине, почувствовали резкий запах алкоголя, который исходил от водителя и пассажиров. На законные требования сотрудников милиции предоставить документы, удостоверяющие личность, водитель и находившиеся с ним пассажиры не отреагировали. Выражаясь нецензурной бранью в сторону милиционеров, оказали агрессивное сопротивление, оторвали погоны младшего сержанта милиции и напали на сотрудников экипажа УПСМ. В связи с чем сотрудники службы произвели предупредительные выстрелы вверх в безопасном направлении. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района. Ведутся соответствующие следственные действия. Дебоширы, напавшие на милиционеров, жители Бишкека. Известно, что один из них подросток, ему 16, другой – взрослый мужчина, 30 лет. То, что они действительно в ту ночь были пьяны, уже подтверждается официально. За хамство милиционерам при исполнении и управлении автомобилем в нетрезвом состоянии оба были помещены в ВВС. Но уже сегодня, как сообщается, одного из дебоширов отпустили под поручительство. Второму участнику конфликта меру пресечения должен определить суд. Пока же досудебное производство начато по статье хулиганства. Мелкое хулиганство, когда вдвоем подрались, нанесли там мелкое телесное повреждение, а тут он при исполнении, в форме, и на него нападает, это, конечно, не мелкое хулиганство. Я думаю, они, судьи там и те органы, переквалифицируют это. А то, что там, если угроза жизни была, стреляли, предупреждали, это не страшно. Так должно быть. Они же не применили оружие по ним, они предупредили. Если будете в дальнейшем угрожать, мы можем применить. И имеют право применить оружие. Те люди, которые пьяные, они угроза для себя, угроза для окружающих. И родители, и близкие, наоборот, должны сказать спасибо за то, что их остановили и изъяли транспортное средство. Справиться с нарушителями удалось лишь после того, как на подмогу к пострадавшим милиционерам прибыл второй экипаж. Все это время, несмотря на предупредительные выстрелы и напоминания про ответственность за неподчинение сотрудникам милиции, правоохранители получали удар за ударом и очередную порцию брани в свой адрес. Многие сотрудники УПСМ, они физически не подготовлены. Разным нештатным ситуациям, которые может произойти. Это массовые драки, семейное насилие, это грабежи и тому подобное. Потому что 3 месяца обучения после прохождения туров конкурсного отбора это недостаточно. В связи с этим мы предлагаем, чтобы данное обучение было не 3 месяца, а 6 месяцев с применением боевого самбо и других видов спортивного обучения. В развитых иных государствах, где законность превыше всего, сотрудники полиции, милиции при исполнении служебных обязанностей, когда им оказывают сопротивление, то в соответствии с законодательством этой страны применяются очень жесткое наказание. Напомню, сотрудников в патрульную милицию набирали в минувшем году на конкурсной основе. Попасть в ряды правоохранителей тогда мог практически каждый желающий. Создавалась служба, как тогда заявлялось, для того, чтобы повысить уровень доверия к милиции и обеспечить прозрачность работы. Однако создание новой структуры отношения граждан к людям в погонах, как оказалось, не поменяло. По данным МВД, за минувший год было зарегистрировано более 30 случаев, когда нарушители оказывали сопротивление милиционерам. В этом году показатели пока немного ниже – 22 инцидента. Сабина Дамаскина, Акзат Сюлеев, НТС.